четвертую струну. А здесь ты двигаешь, ищешь. Это слишком много. Давай. Кто бас играет? Бас. Часто. Вот. Кто бас? Вот скользящим движением. Ну, как ты вот смотришь, вот мотив, вот смещай его, скользи. Все отлично. Вот оно. Есть. Ну, все, давайте поиграем это упражнение. Это место, оно находится сразу, потому что сразу слышно, что он строит. 3, 4. И пис, пас, пис, пас, пис, пас, алтесир. Алтесир, алтесир. Чита-чат, 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 алтесир. Ну вот именно специальные упражнения, они помогают это, то есть играть. Ну, понятно, да? Ну практически мы все прошли. Ну, потом у вас даже существует запись мелодии, начинаете играть по таким вашим записям, это куча должно быть бумаг, да? Наши мелодии уже не играют. Там суть в том, что вы переходите на подбор по слуху, да? А вот подбор по слуху, да. Потом нужно вот они сначала вот это все, как у них аппарат станет, да, и потом они уже это. Ну, мы не прошли здесь, но просто цифры нужно выучить. Это делается. То есть еще дополнительно мелодия вот так в таком виде существует, да? Конечно, конечно, да. Виде, ну, это плакат изначально, а потом мы переходим на форму А4. Там быстро писать, да, и ксерокопишь. У них у всех это стоит, на пульт, все. То есть, ну, все, такой же видео написано мелодия. Конечно, конечно. Сергей Трофимович совершенно прав, что у нас, значит, он самый главный инструмент. У нас в нашей казахской культуре он неразрывно связан с исполнением алых номах. Но вот так вот сложилось, что хомос у нас на сегодняшний день наиболее активно развит. И вот вся деятельность Сергея Трофимовича просто совершенно героическая, на распространение такое массовое внедрение, так скажем, очень важно. И вот эту методу очень все, кто сейчас попробовал вот эту методу на себе, конечно, вы научитесь играть на ткани, те, кто не умеет в любом случае, потому что вы студенты музыкального колледжа, естественно, вы по программе все это изучите. Но на будущее очень важно, что вы уже как преподаватели, как художественные руководители различных коллективов взяли на вооружение эту методику. Ну да, уже это тоже использовать. Методика вот она сейчас. Конечно, потому что далеко не каждый будет изучать нотную грамоту, и далеко не каждому это нужно, а играть на ткани должен каждый, действительно. Каждый приличный показ. Это не сложно, а для музыкантов люди очень быстро играют, это вот, не к чему придраться. А те, кто не музыканты, там они обычно застревают там на первых вот их местах. И вот их сообщения. Поэтому, да. Ну, а в плане, что для музыкантов полезно тем, что вот вы поехали куда-то работать, вот у вас методика, есть инструменты. Очень быстро можно научить в любом клубе всех жителей. Да, не надо, потому что всех научили, все изучение нот это очень серьезно, это музыкальная школа обязательно.
Вот, и потом... Музыкальную школу. Да, поэтому здесь смотрите, Кто это заинтересуется, именно придет, да? для всех. Ну вот первый уровень же вы видели, вот этого вам достаточно. Для кого-то это достаточно. Особенно у меня приходит пенсионер, я говорю, что приперлась? Хочу научиться. А что, откуда? Для чего? А говорит, я с детства мечтал. Вы представляете, с детства, это очень, оказывается, востребованность большая. Но единственное, что по каким-то причинам они не могут. Сейчас вот в данном случае коронавирус очень-очень прореждение. Ну вот такие. А так вот этот уровень, он в принципе для них достаточный. Умея вот это, ну здесь очень важно, чтобы они освоили навык чтения с листа. Это потом для преподавателей будет легче. Для тебя. Ну что, он дома поставил, написал и читает. То есть читка у них развивается, что вот они слова даже читают. Одновременно. Я вот, допустим, один студент придет, я сажусь, ну давай вместе поиграем. Что перед ним махать, начинаем это и вот поем, а я теряюсь, я-то играю на слух, а вместе я не могу прочитать. А вот новую поставлю, и она вот читает прям. Ну, навык очень хороший. Второй навык заученный на память. Допустим, вот нужно, да, вот это дети за 5 минут учить. Вот это вот, да. Ну, быстро запоминают, так же быстро забывают. Ну и третий, подбор на слух. На слух, когда вот они уже отыграли, все. Ну, когда они там хватили, уже даешь, и на слух, вот самое любимое это на диета. Дети вообще любят. Они весь урок готовы на слух играть. Да, и тем самым мы уже подходим, когда уже играют, они уже слышат, и примерно у них уже пальцы уже, ну, наработанные, они уже будут спокойно играть. То есть это... А вот если в этот вариант мы пробовали сразу эти слова подписать под те буквы, под цифры. Легче было читать сразу. А смысле сами слова? А? Сами слова под это сюда подписать было легче, быстрее сразу читать вместе. Как под нотами. Да. Под нотами как бы, то есть под цифрами. Нет, ну вот они прописаны, вот Они белые. отдельно строчки, а тут под ними сразу. Так, вот написано нота из Вот это последнее. Нет, вот эта строчка, и это они одинаковые. А, они одинаковые? Это для пения, да. Идет проигрыш, две строчки, проигрыш, и это, да, вот они подписаны, вот они именно так. Последний.